По поводу того, что мы обратились к предпринимателям, к физическим лицам. Вы это сказали, нет? То, что где-то 50 тысяч человек будут получать. 55 человек, которые, да. 55 тысяч человек в 5 категорий, которым мы планируем по вашему поручению дать продуктовый набор стоимостью 1200 рублей. Мы вот в течение 2 месяцев, вот в месяц 2 набора, мы понимаем, что много федеральных правительств, хотя вот наш коллега критикует, вот и вот посидим там, я думаю, у них тоже не так просто, когда цена на нефть так сильно упала, и в целом я думаю, что вот есть категория там дети, которые родители, значит, там алименты не платят, есть, ну, до 7 лет как бы есть выплата, а что после 7 лет, 8-летние, 9-летние дети, они тоже хотят кушать. Поэтому вот некая такая мера нами разработана, мы обращаемся ко всем, но тем не менее, значит, вот такие посылы, ну и медработников надо поддерживать, много предприятий, я знаю, значит, организовывают там какие-то акции, но хотелось бы, чтобы это не стихийно было, а вот поэтому мы вот через систему социальной защиты и эти пакеты хотим, чтобы не просто вот кто пришел, а вот все, кому положено, я думаю, никому лишнего это не будет, вот такие вещи делать. Ну и в прессе нам надо больше говорить. Вот компания Татнефть там организовала самолет, который привез там маски, привез станки, значит, огромное количество дезинфицирующего материала в нефтяной зоне они предоставляют там. Еще много компаний. Вот компания Нефис очень много по антисептикам помогает. Ну и они тоже готовы. По большому счету инициатива вот это Богуславского была. Давайте посмотрим централизованно вот такие вещи делать. Поэтому мы целиком полностью поддерживаем, но у нас иногда благотворительность идет в одно место и все, и мы не видим. Надо, чтобы мы максимально посмотрели, вот какая категория сегодня наиболее не защищена и что мы можем сделать. Ну и было высказано, почему вот некоторые регионы приняли решение. Вот прежде чем решение принять, надо посмотреть. Мы еще месяц живем в этой ситуации, мы не знаем, какая глубина и как. Потом 12 миллиардов минус у нас у самих, да? Хайрши, хайр виралмы. Мы же не знаем, как мы выстроим отношения с федеральным бюджетом. Насколько мы можем ли мы простить или можем мы отсрочить. Но для нас каждое предприятие, оно тоже. Вот когда было принято решение по кто там после марта или там зарегистрировался без работы, ему он получает. Ну, конечно же, неправильное решение. Нам надо сохранить предприятие, но вот федеральное правительство приняло решение, что но опять не все оказались. Самозанятые, индивидуальный предприниматель не имеет права. То есть эта работа идет. Эта работа идет, но наверное, я думаю, что и федеральных коллег можно критиковать, конечно. Лучше всего кого-то найти и его сильно поругать. Но я думаю, что те средства, которые на закупку, ну как вот 2 с лишним миллиарда мы получили на то, чтобы обновить технику, там это, получили средства для поддержки медработников. Ну, это же тоже поддержка. Сказать, что совсем да, но есть 3-й, 4-й пакет. Нам надо активнее работать в этих вопросах. Поэтому я считаю, что мы с утра вот 8 часов собираемся, обсуждаем, где что. Ведь самая проблема в том, что
количество инфицированных увеличивается, мы уже теряем контакт откуда. Если мы первые случаи, там, первые 100 человек, 150 человек знали, откуда это пришло, сегодня мы уже теряем огромное количество людей, вахтовиков у нас, вот даже в сельских районах. Мы вынуждены были сначала Москву, Питер, а уже сейчас приняли решение, чтобы кто в республике приехал, ну, должен пройти карантин. И вот что такое карантин, да? Он пришел, он вроде бы в карантине, а там семья, да? Значит, она пошла в магазин или там еще кто-то зашел к ним за солью, за хлебом. И все, вот пошло-поехало. Очень непросто. Очень непростая ситуация. Вы представляете, вот как организовать работу? Очень напряженная ситуация, когда вот у нас несколько историй с медицинскими учреждениями, когда наши медицинские работники, но это же тоже все не было у него никаких симптомов, да? Раз. Если бы это сразу, вот он отрицательный и раз положительный, все предвидеть невозможно. Но, конечно, вот, надо защищаться, кроме Песошина мы все вот защищены, у него тоже маска есть, но он должен был сегодня доложить, поэтому любые конструктивные предложения мы готовы обсуждать. Мы вот сейчас много вопросов по транспортникам, на следующей неделе готовимся. Значит, по садоводам, огородникам мы встречались. Постоянно ВКонтакте, вот завтра у нас мы будем в Челнах, посмотрим, какие там меры, тоже идет подготовка объекта здравоохранения. Поэтому работа идет, критиковать можно, конечно, но если от этого было бы лучше. Если есть какие-то предложения, ну и это, вот коллега наш Прокофьев, наш брат Хафиз, это уже оказался в числе этих. Вот как не уберегли своего лидера? Вот ты критикуешь нас, да? Песошин там вопрос задаешь, а своего этого лидера не уберег. Каждый из нас подвержен. Я просто обращаюсь к вам. Вы, как депутаты, как бы вынуждены, и вы должны, конечно, быть среди людей. Я очень прошу, чтобы вы тоже соблюдали все меры предосторожности. Самое главное, ну ладно, ты сам заразился, ты потом... Вот огромное количество людей рядом со мной, рядом с вами, да? Дома, в семьях вы. Поэтому... Будьте аккуратны, бдительны, но и своим примером тоже показывайте, что каждый из нас, мы все под Богом. Аллах Тагала, поэтому терпение, значит, очень надеемся, что эта история, ну, она пойдет на убыль. Пока на убыль не идет, пока прибывает. И то, что у нас система здравоохранения, вот я смотрел, один регион, да, большой, крупный, не буду говорить, значит, у них ИВЛов там 500, они по размерам не меньше нас, у нас ИВЛов почти 1500. А если нет ИВЛ, если он, вот медики скажут, пневмонии там других нет, других шансов нет. Поэтому то, что у нас, во-первых, так удачно оказалось, что два предприятия, которые делают вот это как материал для этого, из трех в нашей республике. То, что вот такие большие компании, значит, ТАИФ, Татнефть, КАМАЗ, да, они не в Москве сидят, как некоторые, значит, наши крупные, они здесь, вот, Маганов каждый день, значит, рассматривает все вопросы, связанные не только с производством, хотя и производство тяжелое, что нужно сделать, чтобы предприятия работали, чтобы людей обезопасить.
Сергей Анатольевич Кагогин. Вот завтра мы тоже посмотрим ихний объект. Группа компании «Таиф» тоже вот организовали производство на особой экономической зоне. Понятно, пока пусконаладка идет, но как только мы запустимся, мы, по-моему, в месяц до 30 миллионов пасок можем. Сейчас пока 35 миллионов. Да. Но уже сегодня организовали. То есть, это не значит, что мы... Вот, Прокофьев, ты ругаешь, что ну назови, вот, еще какая форма есть, как можно людей уберечь. Можно сказать, что мы там права свободы. Мы же не за права свободы говорим. Мы сегодня говорим о том, чтобы каким-то образом минимизировать эти риски. К сожалению, даже в сельских районах сейчас мы имеем вот эти проблемы. Все эти меры очень, как бы, мы прежде чем принимать какие-то решения, советуемся, смотрим, но другого нет. Первая волна была, это кто из-за границы приехал, вторая волна Москва, Санкт-Петербург, третья волна уже сейчас вот, наши вахтовики, кто приезжает, это. А дальше уже все очень быстро распространяется. Ну, с другой стороны, вот люди, которые оказались, вот представьте, там, ну, депутаты, начальники, они как-то живут с квадратными метрами более-менее, но есть же достаточно большие семьи и вот небольшой периметр, тем более очень сложно детям. Вот посмотрите, вот, если вот этот экран у тебя там целый день перед тобой, понятно, когда ты играешь в какие-то игры, а когда надо заниматься, получить знания, это тоже понимаем, очень непросто. Поэтому власть надо ругать, власть, она, конечно, всегда не дорабатывает, но в любом случае, вот вчера председатель правительства 3 часа проводил, 3 часа, он вникает там, сколько ИВЛов, сколько чего, почему это, да, ну, понятно, им же тоже нужна объективная картина. Если нет объективной картины, если мы будем там замалчивать, кажется, все это хорошо, ничего это не хорошо. Сегодня вот полпред будет проводить видеоселектор. Понятно, количество этих совещаний очень много, очень сложно. Но с другой стороны, значит, никто нам не поможет. Да, мы должны рассчитывать на себя. Какая-то федеральная поддержка обязательно будет, но мы у себя в республике с нашим бизнесом, с нашим сообществом должны организовать работу. И депутаты, они должны быть во главе вот этой работы. Без вас это не получится. Я вот был очень хорошо организована вот работа с волонтерами, видел ваших коллег. Наверное, каждый из вас чем-то занимается, может быть, не все мы знаем, но в любом случае, когда есть такой контакт с людьми, ну, это очень важно. Поэтому хочу, во-первых, попросить всех вас быть рядом с людьми, но и в то же время, значит, обеспечить свою безопасность, безопасность своих коллег и безопасность своих семей. Спасибо. Спасибо, Рустам Нургалиевич.